Здравствуйте! Якутия сегодня и завтра. Мы продолжаем вас знакомить с мнениями или версиями того, что происходит и что должно происходить. Общественно-политических деятелей нашей республики. Сегодня черед бывшего премьер-министра Якутии Семена Назарова. Если в стратегическом долгосрочном плане смотреть, республика выбрала очень нормальные приоритеты. Это укрепление экономики, это развитие основных бюджетообразующих отраслей, и в том числе нефтегазовой отрасли. Да. Мне кажется, правительство республики очень правильно ориентир сделало на алмазную компанию. В плане диверсификации алмазной компании не только нефтегазовые направления, но еще есть и угольное направление. Мы готовы участвовать в этом деле. И для этого сегодня благоприятная экономическая ситуация самой компании. Сегодня компания, все инвестиционные свои проекты, они, смею вас уверить, многомиллиардные, инвестируют из своих средств. И у нас сегодня есть возможность еще участвовать во многих республиканских программах. И я вообще считаю, алмазная компания «Алроса» – это стержень в экономике республики, вокруг которого надо собирать. И не надо препятствия учинять. Значит, мы, когда разговаривали с правительством о вхождении в нефтегазовый комплекс, сначала было добро. Потом последовал категорический запрет. Мы время потеряли. Потом начались, значит, публикации, наши аж наравне с ЮКОСом поставили, что такие же варвары, значит, и они туда лезут. Лишь бы украть то, что осталось. Вот с этим я категорически не согласен. Но, может быть, это не официальная, и я очень надеюсь, не официальная позиция правительства, а каких-то чиновников правительства и некоторых, может быть, недобросовестных работников средств массовой информации. Но это публиковалось в официальных изданиях правительственных. К сожалению. Так? Одного вице-президента, очень уважаемого человека, Калитина я имею в виду, вообще недобросовестным депутатом на второй странице напечатали газеты «Якутия». Это все очень плохо. Но тем не менее, я еще раз говорю, я патриот, я оптимист, и вокруг алмазной компании все основные экономические активы надо собирать. Я бы, если был председателем правительства сегодня, именно в этом действии, в этом направлении действовал бы. И сегодня и республика, и президент Путин это дело подчеркнул, сидит на сырьевой базе. Не Якутии, а всей России. Вот эта сырьевая база, которая сегодня находится на территории республики, недрах республики, оно в будущем будет работать на развитие и укрепление экономической базы в целом России, на северо-востоке и на Дальнем Востоке. Поэтому сегодня все-таки политическая ситуация, я думаю, в республике стабилизируется, все пойдет в нормальном русле, и алмазная компания готова участвовать во всех экономических проектах, в том числе в тендерах, когда продает свои активы, государственные активы правительства в крупных компаниях. Мы намерены участвовать и в Эльгинском проекте, мы намерены участвовать и в проекте «Якутуголь», на то, если будет воля основного нашего акционера, правительства Республики Саха. Семен Николаевич, вот заканчивая нашу беседу, не могу не задать такой вопрос. Сейчас, в общем-то, в кулуарах уже вовсю обсуждается будущее республики, в смысле исполнительной власти. Вот как вы думаете, будущий глава исполнительной власти республики, он должен быть, я не знаю, менеджером, там, политологом, каким-то политтехнологом, я не знаю, экономистом? Вот каким он должен быть? В каком нуждается республика? Он должен быть честным и порядочным. Прежде всего. Прежде всего. Сегодня жизнь внесла многие коррективы среди людей, посвятивших себя управленческой работе. Как акционерных обществах, так и органах государственной власти, муниципальных образований. Жизнь внесла положительные, позитивные коррективы. И сегодня, кроме знания одного направления, досконального знания одного направления, или экономики, или производства, этим сегодня обладают все руководители нового поколения. Этого недостаточно. Надо быть объективным, порядочным, честным и работать во благо той территории, которая требует такого руководителя. Полную версию интервью бывшего председателя правительства нашей республики Семена Назарова мы готовы предложить вашему вниманию в пятницу на телеканале «Столица» в 19 часов 30 минут. До свидания.